Все мы понимаем, о какой проблеме идет речь. Да. И если кратко одной фразой выразить ее, да, то должны входить северный и районный коэффициент МРО или сверх того. Все. Значит, никаким соглашением на местном уровне, ни с работодателями, ни с профсоюзами мы без внесения изменений в Трудовой кодекс ничего изменить не можем. Я вам говорю, поскольку занимаюсь, к сожалению, этой проблемой уже достаточно давно, и, к сожалению, не очень успешно, не будет никогда реализовано в этом смысле такого соглашения. Без поправки в федеральный закон. Мы можем, и что мы делаем, да, и то, что в нашей компетенции, мы можем добиваться по факту, ну, по крайней мере, со стороны бюджета, потому что то, что касается там, сферы экономики, это вообще отдельно, там нет прямого регулирования не нашей компетенции. Почему я говорю, что это так невозможно решить? А то, что касается бюджетной сферы, двигая пошагово, да, перевести оплату труда в республике к такому показателю, который, собственно, ну, в сравнении, я не знаю, со средней заработной платой там, уровня средней полосы Российской Федерации, да, по факту бы превышал тот самый базовый там, районный северный коэффициент. Потому что, по большому счету, вот я железно в этом уверен, да нет никакого дела ни одного работающего на севере, входит они туда или нет. Если он будет знать, что он сказать, на 70% человек получает больше, чем в среднем заработную, и его вполне это устроит, понимаете? То есть, что мы, собственно, и пытаемся сейчас делать? Находить для себя дополнительные источники в бюджете, для того, чтобы пошагово поднимать заработную плату в бюджетной сфере. Мы вот это сделали, первый шажок с 1 октября, с 1 января второй сделали, мы подтягиваем самые низкооплачиваемые категории. Теперь вот следующий шаг, 1 июля, по-моему. Соответственно, и уже сейчас это уже просчитано, и то, что, соответственно, состоится. И уже сейчас начинаем работать над просчетами следующего шага. То есть, соответственно, сможем ли мы еще один шаг в этом году сделать. И по факту мы будем просто, сказать, параллельно работаем на федеральном уровне, мы ее ни на день, эту работу не остановили. И здесь задействован у нас и депутатский корпус, и, соответственно, Совет Федерации, наши представители, и мы, как правительство республики, все эти обращения мы там пробиваем, да, по изменению вот этой нормы Трудового кодекса. Но, тем не менее, чтобы не стоять и не уповать на то, что где-то там в Москве наконец все это разродится, мы параллельно вот такие шаги будем делать. Что планируется сделать с точки зрения автомобильных и велосипедных дорожек в будущем, чтобы данное направление в республике можно было действительно увидеть, что оно развито? Вот скажу так, приоритетом считаю наведение порядка на существующих дорогах, в первую очередь, да? Ну, хотелось бы, конечно, сегодня сказать, что займемся проблемой велосипедных дорожек, но совру, потому что у нас, к сожалению, до сих пор, да, понятия дороги как таковой нет, я считаю. Есть, так сказать, набор УХАГов и, так сказать, дыр в дорожном полотне. Поэтому первая задача — это все-таки довести до логического конца проект строительства дороги, который у нас республиканского общефедерального значения идет на Ренмар. И здесь у нас на годы вперед, при тех возможностях, которые у нас на сегодняшний день бюджетных есть, предстоит работа с одновременным капитальным ремонтом существующей дорожной сети, которая имеет катастрофический износ на сегодняшний момент. Это главная задача. А вторая, все-таки, вот я считаю, каждый из нас, живущий в Сыктывкаре, если применительно к Сыктывкару говорить, видит, что на самом деле сегодня уже творится на проезжей части Сыктывкара. Это появившееся понятие пробки, о которых мы автомобильные еще там несколько лет назад, ну только, наверное, по сюжетам по телевидению или там выезжая в отпуск, могли судить. А сегодня такая проблема есть. А это значит, что реконструкция существующей дорожной сети того же Сыктывкара, она уже, в общем-то, наверное, назревшая необходимость. А в этом смысле это
работа, наверное, в том числе и по расширению проезжей части, иначе ее там не решать. Ну, я просто не вижу других выходов. Поэтому, конечно, нужное дело, давно уже везде опробованное и действительно эффективное с точки зрения там, физической культуры и вообще развития не только молодежи. Но я думаю, что это все-таки не задача ближайшего будущего, к сожалению, у нас. А первая задача — это все-таки разобраться с дорожной сетью существующей.